Благоустройство территорий кладбищ в населенных пунктах муниципалитета обсудили на днях в администрации района. По информации управления ЖКХ, всего на территории городского поселения Сосногорск, без учета Нижнего Одессы и Войвожа, существует 11 подобных объектов, действующих из которых 9, 8 в поселках и 1 в городе по улице Гайдара. В позапрошлом году в связи с закрытием кладбища по Нижнеодесской дороге было принято решение о его расширении и возобновлении работы. О текущей ситуации рассказала Виктория Гоголева. По кладбищу по улице Гайдара мы принесли схему показать. У нас сейчас, скажем так, заполнено оно уже на треть отведенного нового места. То есть мы сейчас хороним вот здесь, вот это все захоронено. У нас осталось вот здесь и вот здесь вот до залома. Вот здесь даже еще пока не спилено. Ориентировочно этого, скажем так, места хватит на 2 года. То есть полный 21, полный 22. Кроме этого, на кладбище по Нижнеодесской дороге еще осуществляются захоронения по ранее произведенной броне, или так называемые родственные захоронения. На всех остальных погостах муниципалитета, заверили специалисты, мест для захоронения достаточно и хватит на несколько лет. Были вопросы по территории кладбища деревни Пожня. Специалисты пояснили, что на сегодняшний день захоронения на нем продолжаются, и речь о закрытии не идет, а даже наоборот. После проведения кадастровых работ его границы, возможно, будут расширены. Обсудили на совещании и вопрос по определению новых территорий для обустройства мест захоронения. На сегодняшний день сделаны запросы в профильные ведомства о принадлежности земельных участков, а также запросы на проведение проектно-изыскательских работ. Пользуясь возможностью, специалисты обращают внимание жителей, что выделение мест для захоронений, равно как и оформление брони на родственные захоронения, производится абсолютно бесплатно. Управление ЖКХ оказывает муниципальную услугу на выдачу разрешения на захоронение и на выдачу дополнительного участка, то есть бронь места рядом с умершим. Данные услуги оказываются абсолютно бесплатно. Человек может обратиться в управление ЖКХ, отдел внешнего благоустройства, написать заявление, предоставить копию необходимых документов. Данная услуга оказывается буквально в течение 10-15 минут. Во избежание неправомерных и необоснованных трат при заключении договоров с агентствами, оказывающими ритуальные услуги, при организации похорон первым делом все-таки стоит обратиться в структуру муниципалитета. Всю необходимую информацию можно получить в управлении ЖКХ по телефону 5 03 31. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На прошедшей неделе в стенах Сосногорского филиала общественной приемной главы Республики Коми состоялась прямая линия на тему пенсионного обеспечения в период пандемии коронавирусной инфекции. На вопросы граждан ответила руководитель клиентской службы управления Пенсионного фонда России по городу Сосногорску. Во время распространения коронавирусной инфекции можно с любым заявлением, с просьбой, с обращением обратиться на сайте Пенсионного фонда. Можно обращение написать, можно заявление подать через госуслуги. В МФЦ можно обратиться, можно непосредственно в клиентскую службу позвонить, записаться на прием, и мы примем человека, конечно, в масках, в перчатках, все это обработаем, все расскажем. Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии возможности связываются с ним по телефону и получают согласие на ее оформление, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению. Услугу также можно получить просто по телефону. Мы составим акт о согласии подачи заявления от человека. Все сами подадим, определимся с человеком, как он нам представит документы. То есть это можно по незащищенным каналам связи на электронную почту. В МФЦ можно прийти, подать документы, они нам пришлют по каналам связи электронным и так далее. То есть сейчас в наше время непростое, не обязательно посещать конкретно специалистов клиентской службы в Пенсионном фонде. Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные – СНИЛС, номер банковской карты или ее пин-код, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками.
Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В этом году изменяется порядок приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Первая волна начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. В этот период заявления принимаются от лиц, чьи дети имеют право на первоочередной и преимущественный прием в образовательную организацию, а также от родителей, чьи дети проживают на территории, закрепленной за школой. Первоочередное право приема имеют дети военнослужащих по месту жительства их семей, дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, а также дети сотрудников, имеющих специальное звание и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, Федеральной противопожарной службе, Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации. А право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные организации, в которых уже обучаются их братья или сестры. Решение о зачислении ребенка в первый класс будет принято руководителем образовательной организации в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений. Вторая волна приема на свободные места начнется 6 июля и завершится 5 сентября. Прием заявлений на обучение в первый класс будет организован следующими способами. Очно во всех общеобразовательных организациях, по электронной почте образовательной организации, по почте заказным письмом или на официальном портале «Дети 11РФ», но с использованием учетной записи портала госуслуг. Обращаем ваше внимание, что в этом году для приема в первый класс родители, законные представители детей должны предоставить в образовательную организацию следующие документы: копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка, копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, копию заключения психолога медико-педагогической комиссии при наличии, а также справку с места работы родителя, если родитель имеет право первоочередного приема на обучение. Стоит отметить, что для родителей будет организована работа горячих линий. Номера телефонов указаны на ваших экранах. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. С января по май в Сосногорске проходит конкурс «Книжный вызов». Проводит его библиотека имени Якова Рочева среди горожан старше 12 лет. Книжный вызов – это своего рода соревнование, но не с другим человеком, а самим собой. Участникам книжного вызова предлагается за определенный промежуток времени прочесть определенное количество книг. Разумеется, вписывать уже прочитанные книги нельзя. Чтобы вызов был более интересный, решено было ограничить подборку литературы некоторыми условиями. Выбор конкретных книг по-прежнему остается за участником. Мы же даем направление. Так, например, в списке вызова книги года вашего рождения или книги, экранизированные от 2 раз. Как отмечают в библиотеке, подобный конкурс проводится впервые, поэтому было решено проводить его с января по май, предлагая план из 10 книг. Для удобства участников разработаны закладки с информацией по книжному вызову, а также удобная форма заполнения прочитанных книг. Их можно будет взять в библиотеке. Чтобы участвовать в книжном вызове, необходимо зарегистрироваться. Одно из обязательных условий – быть читателем библиотеки имени Якова Рочева, хотя конкурсные книги можно читать и в интернете. Сроки проведения книжного вызова следующие. С 10 января по 15 мая регистрация и участие. Количество книг остается неизменным, независимо от того, в какое время читатель принял вызов – в январе или в марте. До 20 мая всем участникам необходимо будет сдать закладки в списке прочитанного организатором. После 20 мая закладки и списки уже не принимаются. С 21 мая по 26 мая проходит подтверждение прочитанного. Мы создаем короткие блиц-опросы и опрашиваем участников по прочитанному. 27 мая, в День библиотек, торжественное объявление победителей книжного вызова и награждение участников. В акции принимают участие книги, в которых не менее 100 страниц. При этом каждая из них может быть заявлена только в одной из 10 представленных номинаций. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
Новогодние праздники завершились, однако зима продолжается. А вместе с ней время чудес и волшебства. Уже в эту субботу Дом культуры «Горизонт» приглашает всех желающих на зимний звездопад. Эстрадный концерт, который пройдет с участием лучших солистов Сосногорска и Ухты. На самом деле мы все с нетерпением ждем этого концерта. 23 числа в 15:00 на сцене «Горизонта» наконец-то будет встреча зрителей и артистов. Артистов, причем не только сосногорских, но и ухтинских, потому что как зрители стосковался по мероприятиям, так и артисты хотят подарить свое творчество, готовятся, нервничают, потому что более полугода на сцену не выходили. Естественно, я думаю, что это будет феерично и всем понравится. И самое главное, мы надеемся на большой душевный отклик, потому что любому артисту необходимо знать, что зритель его поддерживает. Отметим, что пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в проведение таких мероприятий. Поэтому меры предосторожности в Доме культуры будут строго соблюдаться. Естественно, мы будем соблюдать все меры по безопасности наших зрителей. На входе у нас будет замер температуры, естественно, обработка санитарными средствами. Желательно прийти в маске, если таковой не будет иметься, мы, естественно, предоставим. Будет соблюдаться шахматная рассадка в зале, то есть всего 124 места для зрителей, к сожалению, но, тем не менее, мы надеемся на полный зал, хоть и 50% меньше. Эстрадный концерт состоится уже в эту субботу в 15:00. Заявки на приобретение билетов принимаются по предварительной записи по телефону 5 63 34. Продажа билетов состоится в день концерта, согласно записи. Количество посадочных мест ограничено. Влада Гришаева, Андрей Калиничев и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорские спортсмены взяли призовые места республиканского турнира. Первенство Республики Коми по рукопашному бою завершилось на минувшей неделе в столице региона. Среди участников ребята в возрасте от 12 до 17 лет. За призовые места боролись около 90 участников турнира. На новогодних каникулах мы с детьми договорились собраться пораньше, где-то с 4 января, и готовились к соревнованиям по рукопашному бою. Значит, соревнования сами 16-17 состоялись. Мы привезли многочисленную команду от новичков до самых сильных. И в итоге, дети боролись до последнего и в основном завоевали 24 медали. Из-за редких тренировок во время пандемии поднять спортивный дух бойцов было не так просто. Но как рукопашники, так и их тренер с этой задачей справились на ура. Пандемия, конечно, сказалась на детях, потерялась выносливость, и мало стартов было до этого. Но в процессе боев с каждым боем они нарастали свое преимущество. Каждый бой их тренировал. Оцениваю результат на отлично. Опыт, конечно, получили они очень высокий. И в дальнейшем будем готовиться к более крупным стартам. Добавим, что в общекомандном зачете по всем возрастным категориям победу одержал Сосногорск. Влада Гришаева, Андрей Калиничев и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.